Поздравить вас и нас с Днем Победы пришел певец, автор и исполнитель Айнур Галямов. Здравствуйте, Айнур. Здравствуйте, как ваше настроение? Здравствуйте, все хорошо. В такой день невозможно быть в плохом настроении. Вопрос, вот что для вас значит День Победы? День Победы, ну, я думаю, в каждой семье его празднуют по-своему. И, например, вот буквально несколько дней назад, когда я готовился ко Дню Победы, к концертам, я пролистывал песни и наткнулся на одну песню от героев былых времен. Так вот, там я встретил такие строчки, слова, третий куплет. Там написано было: «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой». Я думаю, в каждой семье есть свой герой, и поэтому каждый по-своему встречает, у всех свои воспоминания. И в этот день, я думаю, у всех есть очень много эмоций, именно разных эмоций. И именно этим и уникален этот день. Но вы тоже наверняка вспоминаете своего героя. Да, конечно. В нашей семье есть свой герой, ну их несколько на самом деле, но хочу рассказать про дядю. Это Вильданов Абелькарам Харисович. Вот. Это старший брат дедушки со стороны мамы. Вот. Он в 1935 году он на срочную службу пошел служить, потом вернулся, но в 1941 году уже, когда началась война, уже заново его призвали, и с этого момента он ушел на фронт, и вернулся он только в 1947-м. Да, но вернулся живым. Вернулся живым, да, все хорошо, и про него очень много рассказывают. К сожалению, мне не удалось с ним лично поговорить, пообщаться, но родители очень много о нем рассказывали, и вся деревня, откуда родом именно мои родители, его очень уважают и знают его очень хорошо. То есть память о нем до сих пор жива, да. И не только в вашей семье, но и в деревне, да? Да, в которой он жил. Да. Ну, он имел ордена, он очень много медалей за отвагу, орден Красной Звезды дважды получал, ну, очень много у него наград. И что могу сказать про него, то что когда тема заходила насчет войны, он не любил распространяться, не любил про это много говорить и всегда переводил тему. Хотя он мог поговорить на любую тему абсолютно, но именно на тему войны он не очень любил говорить. Вот я слышала, что было такое, что люди, прошедшие войну, не любили в мирной жизни разговаривать о войне. Но тем не менее, спасибо героям за победу, спасибо вам, Айнур, что пришли, рассказали о вашем родственнике. И я думаю, что через несколько секунд вы подарите нам и нашим телезрителям замечательную песню. А мы ждем вас на сцене. Дорогие друзья, ни в коем случае не переключайтесь. Сейчас для вас прозвучит прекрасная песня. Я уверена, она знакома всем. С детства «Смуглянка». Когда летом на рассвете загляну в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка, молдаванка отвечала парню: партизанский
молдаванский собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет меня дорога, партизанский лес густой. Раскудрявый клен, зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен, зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том виду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен, зеленый лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен, зеленый лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Клен зеленый,